ничего, типа, 2 ряда. Заасфальтировать это? Так, пешеходный, справа, слева. Глава администрации Карбулака – частый гость на этой стройплощадке. Строительство нового городского парка идет под его пристальным вниманием. Объект раскинулся на площади 1 гектара. Первый этап строительства уже позади. Территорию очистили от мусора, вырубили кустарники и выровняли основания. На главной площади выложили брусчатку, заложили фундамент на ограждение и установили фонарные столбы. Центральный въезд у нас от центрального проспекта. Вот и гараж упирается вот полностью 3 гаража. С проездом у нас будет арка. Завтра утром эти гаражи начнут разбираться. Визитная карточка любого объекта, пожалуй, въезд. Поэтому рабочие намерены придать лицевой части парка особенно красивый вид. Вот только для этого необходимо снести старые гаражи, которые были построены здесь еще в 70-х годах прошлого века. Но и это не проблема, уверяют городские власти. Вот сегодня вот эти гаражи у нас мешают для красивого оформления въезда на территорию строящегося сквера нашего. И сегодня вот принято решение окончательно. Вот эти 2 гаража завтра с утра будут уже сноситься. Документов, мы знаем, у людей нету, но мы всегда все считают, что это собственность, доставшаяся еще Советского Союза наследство. Мы вроде мирным путем мы смогли договориться. Инженерная подготовка аллеи, создание площадок, сети дорожек и элементов ландшафтного дизайна цветников, а также возведение построек под кафе, шашлычницы, шахматный клуб, строительство небольшого фонтана и водопада со стороны реки, у которой будет располагаться кофейня. Проект довольно масштабный, основные работы еще впереди. В данное время мы находимся, вот возвышенность искусственно создана нами для водопада и для летнего парка. Вот для летнего парка здесь будет кафетерий с видом на второй парк у нас, вот то, что будет дальше. Также у нас в планах, вот смотрите, это все чисто под детско-развлекательное. Спортивный, зоопарк, карусели. Все это будет на 4 сектора поделено в радиусе. Вот освещение, вот где находится. В целом масштаб работ тут большой. Необходимость в возведении парка назрела давно. Рядом расположены важные социальные, культурные и торговые объекты. К тому же этот объект обещает стать одним из излюбленных мест отдыха горожан и гостей. Мы планируем первую часть здесь сквера закончить 4 июня, Дню Республики. Но празднование, мы знаем, мы перенесли на конец месяца в связи с месяцем Рамадан. И Эндели к этому времени уже окончательно сквер уже будет сдан. Здесь будет у нас арка будет входная, будут созданы условия для инвалидов, красивый въезд. Вот здесь вот на этой площадке будет стоянка. Я считаю, что это будет одно из излюбленных мест для отдыха горожан. Результаты проведенной работы уже сейчас выглядят впечатляюще, особенно на контрасте с тем, что здесь было 2 месяца назад. Тогда тут располагалась несанкционированная городская свалка, и в течение всего дня отсюда тянулся зловонный запах. Прямо перед строящимся парком находится школа искусств. Запах испорченных продуктов и стая бездомных собак жителей и работников школы, мягко говоря, смущал. Учитывая, что лето, жара, все это разлагается. Мы, как правило, выносим и остатки продуктов питания. Конечно, был зловонный запах. Но сейчас вроде бы все это исчезло. И я надеюсь на то, что будет еще лучше. Работы тут еще очень много. Ясно одно, ни один клочок земли не будет пустовать. Мини-зоопарк, карусели, велодорожки. Ну а для любителей рыбалки создадут специальную зону отдыха. Руслан Албогачиев, Хаваш Гойгов, Новости 24.